Благодаря новейшим исследованиям ученые выяснили, что тренировки не просто сжигают лишние сантиметры в проблемных местах, они подстегивают метаболизм и превращают обычный жир в бурый. В Якутском научном центре комплексных медицинских проблем изучением активности бурой жировой ткани у жителей Якутии занимается молодой ученый Аграфена Ефремова. В данное время я являюсь PhD-студентом Политехнического университета Дель Марке, это в городе Анкона в Италии. Моим, руководителем является ученый профессор Саверио Чинти, который уже 40 лет занимается проблемами изучения ожирения и также изучением активности бурого жира у людей. Жировая ткань бывает двух типов – белая и бурая. Белый – это вредный жир, который приводит к ожирению, а бурый обеспечивает термогенез или продукцию тепла за счет сжигания жира. В 2006 году нашли эту ткань, когда исследовали рак. И оказывается, считалось раньше, что эта ткань активна только у новорожденных и у зимоспящих животных, грызунов, а в настоящее время эта ткань оказывается активна и у взрослых людей. Изучение вообще в мире, это изучение начато только в 2009 году, и по всему миру все ученые заинтересованы, потому что сейчас, как вы знаете, есть эпидемия ожирения, высокая заболеваемость сахарным диабетом. В ходе недавнего исследования было обнаружено, что во время физических нагрузок тип жировых клеток превращается из метаболически неактивных в бурый жир, который сжигает больше калорий. Вообще бурый жир, он активируется холодом. И преимущество нашего климата, вот мы не любим холод, да, говорим, вот холодно, в других регионах люди живут лучше, но на самом деле не осознаем его, положительное влияние на наш организм. Предназначен бурый жир для того, чтобы согревать нас. Именно поэтому расходуется он только в те моменты, когда нам холодно. Обмен веществ из-за холода ускоряется, лишние запасы жира сжигаются. Я выбрала два пути для изучения бурого жира. Непосредственно саму ткань мы изучаем совместно с Политехническим университетом Италии, с профессором Саверио Чинти. И косвенные доказательства, это геномаркеры в крови. Мы собрали у людей, работающих на холоде, у вахтовиков. Итак, бурый жир – это природный помощник в борьбе с ожирением. Холод, физические упражнения, нормализация сна – естественные способы держать вес в норме. Правильное питание и здоровый образ жизни усилит и закрепит результаты.